Где находится самый старинный храм? Как прошел День трезвости в Кумертау и когда отмечается Рождество Пресвятой Богородицы? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Памятником давних времен является самая старейшая православная церковь Башкортостанской митрополии, возведенная еще до образования Уфимской епархии и действующая в наше время. Это христорождественский храм в селе Березовка Уфимского района, который расположился вблизи аэропорта города Уфы. Построен он в 1780 году. Уникальность этого памятника старины в том, что до настоящего времени в Башкортостане сохранились лишь отдельные постройки, датируемые XVIII веком. Построен он помещиком Третьяковым. Здесь вот видите, что есть сверху резонансные окна для большей такой акустики, для слышимости. Поэтому, когда здесь происходит служба, здесь такой вот очень легко служить, то есть и молиться хорошо, потому как храм старинный, намоленный. Скромная белоснежная церковь стоит на главной улице села. Ее легкий и нарядный декор восходит к традициям допетровского времени. В дореволюционные времена это место было оживленным. Здесь проходил Оренбургский тракт, а само село объединяло 3 населенных пункта. На службы шли прихожане из близлежащих деревень – Нижегородки, Зубово и Осаргино. Не упускали возможности помолиться о благополучном путешествии и проезжающие мимо купцы. До 2000 человек из окрестных сел собиралось в этих стенах на большие праздники. Более 300 лет здесь молились, православные христиане приходили, прихожане. Наш храм был закрыт перед войной, и здесь сделали столовую, летчики здесь питались. В алтаре здесь была кухня, где варили, готовили, котлы стояли. Перед войной в 1939 году был закрыт храм, потом храм передали под зернохранилище. Здесь было зернохранилище, ссыпали пшеницу сюда. Но здесь еще есть и подвал был, то есть вот, местные рассказывали, что здесь, когда пол обвалился, то туда и мальчишки забирались, и очевидцы говорили, что здесь были даже 3 гроба, захоронения такие тоже. Я считаю, это такие вот, может быть, даже и вот тех помещиков, которые здесь вот этот храм построили. После зернохранилища здесь он был просто брошен храм. Отдали потом в 2003 году, передали и восстанавливали храм здесь уже спонсоры. Здесь еще у нас предел Николая Чудотворца, называется еще зимний храм, то есть зимой тоже служили там, обогревался он. И здесь таинство крещения совершается. Мы здесь тоже вот на празднике Николая Чудотворца, когда у нас престольный праздник, то здесь тоже мы здесь совершаем службу. Также у нас здесь есть крест, который стоял на куполе храма. Это старинный крест. Сделан он кузнечной работы. Вот ему тоже также 300 лет. Торжественно он находился в Рождества Богородицы, в храме Рождества Богородицы. Сейчас он является кафедральный собор. Вот оттуда мы его сюда привезли. То есть здесь вот он у нас находится теперь как реликвия нашего храма. Здесь регулярно совершаются молебны о тех, кто отправляется в дорогу. И стало быть, под защитой оказываются не только работники Уфимского аэропорта, но и пилоты и пассажиры, пролетающие над храмом.
Кроме того, не раз священнослужители и верующие ходили крестными ходами вокруг взлетной полосы и аэровокзального комплекса. Люди, которые приходят даже первый раз в храм, то чувствуют, что здесь какой-то вот благодать Божия. Даже вот некоторые говорят, что когда вот заходим, здесь какое-то другое состояние у них души, другая какая-то вот такая атмосфера. Сейчас богослужения в Христорождественском храме проводятся по выходным, вечером в субботу и утром в воскресенье, а также по большим праздникам. На службы народу собирается мало, но этот скромный храм всегда открыт для всех желающих. Ведь чем старее храм, тем больше произнесено в нем молитв и тем сильнее намолено это место. – 10 сентября в Марфо-Мариинском женском монастыре в селе Ира епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил всеночное бдение. После всеночного бдения епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью и преподнес в дар Марфо-Мариинскому женскому монастырю отреставрированную икону «Небесное величие Богоматери». Затем владыка Николай совершил божественную литургию и чин освящения колоколов в Покровском храме села Бугульчан Кугарчинского района. «И тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». В путешествии по этим горам я видел, что в каждой башкирской деревне стоит мечеть. А у нас православных храмов очень мало. И что-то мне вот пришло в голову, или что-то мне кто-то подсказал. Я долго думал, затем обратился к архимандриту Николаю, чтобы он дал совет, чтобы построить эту церковь, или что. Потом обратился к владыке Никону за благословением. Меня благословили, и я потихонечку начал строить церковь. В течение 5 лет строилась эта церковь. Я сердечно и искренне рад сегодня вас приветствовать, совершая впервые здесь, в отстроенном храме, божественную литургию, за которую вы также смогли сами непосредственно принять молитвенное участие. И я безгранично этому рад и нахожусь в особом состоянии духа. С каждым днем, неделей мы приближаемся к тому дню, когда будет совершен чин великого освящения храма. 6 дней трудись, работай, делай дела твои, а 7-й день посвяти Господу Богу твоему. Но и в 7-й день мы в неделю 1 или 2 часа не находим в своей жизни, чтобы посетить храм, совершить молитву, принять участие в таинствах церковных, где здесь, в храме, совершается соборная молитва. Тем самым вспоминая слова самого Христа, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там и я посреди них. Порой в молодом возрасте или в среднем мы думаем, что когда наступит пенсия, в старости, у нас будет очень много и достаточно времени задуматься о нашей жизни, о жизни вечной, о нашей земной жизни. Ради чего, для чего мы живем, существуем. Чтобы посетить храм, мы думаем, очень много будет достаточно времени, когда мы идем на пенсию. Но только мы переступаем пенсионный порог, как та же самая картина выливается перед нашими глазами воочию. То же самое житейское море погружает нас с головой. Мы в него погружаемся. Дети, внуки, престарелые родители или не совсем полноценное здоровье.
огороды. Все это хорошо, прекрасно. Необходимо также и об этом думать. Но нужно находить в своем графике в жизненном также и посвятить время Богу. Подумать о нашем существовании, о нашей земной жизни, о жизни вечной. Чтобы нам не было в час смертный, когда нас призовет Господь. Обидно перед самим собой, перед Богом или перед нашими ближними за бесцельно прожитые годы. И поэтому, дорогие мои, я хотел бы вас призвать, чтобы вы посещали храм здесь, в Селеса, чтобы приобщали к этому детей, внуков или же даже родителей своих. Раз, два. Ваше Пресвященство, Владимир Николаевич, казаки станицы Кумертауской приветствую вас сегодня в такой знаменательный праздник. Давай вам благополучия. Праздником. Праздником. В день усекновения главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна в Иоанно-Предтеческом соборном храме города Кумертау епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил божественную литургию. По окончании сугубой ектении архипастырь молился о прекращении междоусобной брани на Украине. Святый предтечи крестителю Спасов Иоанне, ныне Иисусе сладчайший, спаси нас. После богослужения был совершен молебен о страждущих недугом винопития и наркомании и крестный ход в честь престольного праздника, после которого участники общества трезвости приняли обет отказа от алкоголя. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Радость, прости, услышим сыновей Евангелия. Мир всем. От Луки Святого Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Иди ко спасительному воздержанию, по полетении согрешений вольных и невольных, да вселится в них благодать Твоя просвещающая и очищающая всякого человека. Исцели их от тяжкого недуга пьянства и наркомании, освободи от омрачения духовного и окаменения сердечного, даруй им здравие душевное и телесное, направи на путь трудолюбия и благочестия. Услыши милостивый Господи вопль родителей и сродников. Затем епископ Николай обратился к прихожанам с проповедью и зачитал обращение святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Дня трезвости. Как известно из евангельского повествования, муж праведный и святой был жестоко и безрассудно убит Иродом. Человеком, который берег его и многое делал, слушаясь его. Но, будучи одержим хмельным весельем и впечатленный плясками женщины, царь не захотел отказывать ей в коварной просьбе и обезглавил угодника Божия. Трагически
трагическая кончина крестителя Господня стала последствием решения, принятого под воздействием вина. Этот отрицательный пример показывает, что пристрастие к спиртным напиткам или иным средствам, одурманивающим человеческое сознание, заглушает голос разума, затуманивает нравственный взор. Зачастую этот порок толкает людей на необдуманные и даже преступные действия, что с очевидностью показывает его разрушительный характер, проявляющийся не только в физиологической, социальной, но и в духовной сфере. Русская православная церковь призывает каждого осмыслить вспоминаемое сегодня событие, осознать причину греховного падения царя Ирода и по мере сил побеждать пагубную страсть, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя, предостерегать от пристрастия к нему ближних и дальних, воспитывать юное поколение в духе верности евангельскими идеалами воздержания. Отрадно, что при многих храмах действуют службы помощи людям, зависимым от алкоголя и наркотиков. Это свидетельствует о неравнодушии и милосердии членов приходских общин. Дай Бог, чтобы подобные инициативы развивались, содействуя исцелению страждущих от греховных недугов и преображая наше общество. Также вручил удостоверение всем окончившим богословские курсы при Иоанно-Предтеченском соборном храме. Я являюсь автором 2 учебных пособий по мировым религиям, и тем не менее узнал для себя много нового и постараюсь применить полученные знания в своей дальнейшей педагогической деятельности. С Богом. Аминь. И наградил за усердные труды во славу церкви и по случаю 60-летия юбилея руководителя народного хора «Уральские узоры» города Кумертау Тамару Столярову. Акция. Уважаемые казаки. Далее в городском парке епископ Салаватский и Кумертауский Николай принял участие в открытии праздничных мероприятий, посвященных Дню трезвости. Я хотел бы пожелать всем организаторам сегодняшнего праздника, участникам, всем жителям города Кумертау. Это всеукрепляющие помощи Божией, семейного счастья, всяческого благополучия, чтобы Господь хранил от всяких невзгод, болезней ваши семьи и наш замечательный город Кумертау. С праздником вас! На импровизированной площадке было представлено 5 секций. Первая секция – спортивная. Спортивный клуб «Легион» провел мастер-класс по обучению боевому искусству карате, а также показал несколько приемов по самообороне. Во второй секции – богатырские забавы. Каждый желающий смог проверить свои силы в ловкости и выносливости. В третьей секции можно было услышать познавательные рассказы о развенчивании мифов об алкоголе. В данном мероприятии, посвященном Дню трезвости, приняли активное участие воспитанники и преподаватели воскресной школы «Родничок», члены молодежных православных движений «Живой источник» и «Белая река». Пока ребята пробовали свои силы на площадке секций, со сцены прозвучали песни казачьего ансамбля «Воля» и группы «Череда». В этот же день прошла футбольная встреча между командами осужденных исправительной колонии номер 7 города Мелеуза и епархиального молодежного православного движения «Живой источник» города Кумертау. Мы благодарны за такие организации прекрасные, за такие мероприятия, которые сближают нас, научают, вразумляют нас в чем-то. Это прекрасно, то, что и для осужденных ребят, которые здесь находятся, что они понимают, что они не забыты церковью, не забыты священниками, служителями. Вот. Поэтому мы
открыты всегда на это. Мы приходим сюда с удовольствием, когда нас только приглашают, зовут, мы приходим сюда. В этой колонии я когда-то отбывал, сам в 90-е 3 года сидел. Такого не было. И сегодня вот при содействии епископа Салаватского Кумертауского, владыки Николая, это организовано, это прекрасное мероприятие, и оно по всем учреждениям в Башкирии, в Салавате, везде организуется владыкой, епископом Николаем Салаватским Кумертауским. Поэтому мы очень благодарны за такие мероприятия и всегда открыты наши сердца для таких мероприятий хороших, посещать любые колонии, где нас примут. В упорной борьбе победила команда осужденных колонии. Это уже вторая победа в прошедших в 2016 году 2 футбольных встречах. Епископ Салаватский и Кумертауский Николай вручил победителям товарищеского матча футбольный мяч. Спортивные мероприятия в исправительной колонии номер 7 стараются проводить регулярно, ведь это имеет огромное и важное значение для ресоциализации заключенных. Данные встречи являются хорошим стимулом для физического самосовершенствования осужденных колоний, воспитания командного духа и развития умения эффективно взаимодействовать друг с другом. Господь наделил человека разумом, и человек – богоподобное существо. Необходимо нам задуматься, чтобы не совершать ошибок в нетрезвом состоянии. И упаси Бог преступных. И пусть Господь по молитвам великого пророка, по молитвам своей Матери, Царицы Небесной, избавит нас от всех подобных поступков, чтобы Господь хранил нас, и вас в первую очередь. Терпения вам, дорогие мои. Благорастворение воздухного изобилия плодов земных и временях мирных Господу помолимся. 21 сентября Русская Православная Церковь ежегодно празднует событие Рождества Пресвятой Богородицы. Он является одним из великих праздников. День 8 сентября 862 года по старому стилю считается днем начала русского государства, как начертано на памятнике Тысячелетия России, воздвигнутом в Новгороде в 1862 году в царствовании императора Александра I. Рождество Пресвятой Богородицы – это 20-й праздник, когда мы отмечаем рождение той, от которой родился потом младенец Иисус Христос. Это было действительно чудо, потому что Иаким и Анна по своим летам, то есть по своему возрасту, уже не могли родить. И мы знаем Ветхий Завет, как относился к бездетным супругам. То есть это считалось, что они либо грешники, либо что-то произошло, за что Господь не дает им детей. Но несмотря на эти поношения, которые они тоже претерпевали, Иаким и Анна, они горячо молили Бога и надеялись, что Господь их молитву услышит. И действительно, Господь вознаградил их упование. Родилась Пресвятая Богородица, которую назвали Марией. Она была отдана на воспитание в храм. Для нас Рождество Богородицы – это начало спасения. То есть Господь явил свою благодать именно в этом чуде, потому что без рождения младенца Иисуса Христа спасение рода человека невозможно было. А что предшествует рождению младенца Иисуса? Это рождение Пресвятой Богородицы. Рождество Богородицы стали отмечать как великий праздник в VI веке. В этот день во всех храмах проходят торжественные богослужения. Все верующие славят этот прекрасный день. Это событие, Рождество Пресвятой Богородицы, научает и нас никогда не отчаиваться, какие бы события в нашей жизни происходили, знать, что Господь, Он милостив, Он любит всех нас. Только от нас требуется не только вера и молитва, но еще и соответствующий образ жизни, который должен быть наполнен решимостью жить во всем и всегда как христиане. То есть кто такой христианин? Это ученик Христа. И празднуя Рождество Божией Матери, мы, конечно, должны задуматься, как мы можем подражать Пресвятой Богородице,
чтобы наша жизнь менялась в лучшую сторону. Духовная жизнь и общественная жизнь.